Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в Якутии продолжает расти. Сложная обстановка сохраняется сразу в 5 районах. В поселке Хандыга густой смог. Первая рабочая поездка нового исполняющего обязанности премьера правительства региона Андрей Тарасенко посетил Намский район. В Южной Якутии стартовал отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia в новом дистанционно-очном формате. За сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 85 гектаров. Возникло 4 новых пожара и столько же ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Среднеколымском, Усть-Алданском и Тампонском районах, где зарегистрировано 45 очагов возгораний. А всего на территории Якутии зафиксировано 75 природных пожаров. При этом площадь активного горения составляет более 380 гектаров. Учитывая сухую погоду и направление ветра, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории 7 районов. Площадь пожаров увеличилась более чем на 85 гектаров за счет увеличения площадей пожаров в обслуживаемой зоне и увеличения количества пожаров в зоне контроля. В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. В течение суток проводились работы по встречному отжигу на лесном пожаре. В связи с отсутствием осадков, учитывая северный северо-восточный ветер 4,8 метров в секунду, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Среднеколымского, Момского, Усть-Майского, Абыйского, Верхоянского и Тампонского районов. Подробнее о ситуации в Тампонском районе. Здесь в связи со сменой направления ветра наблюдается серьезное задымление. Концентрация оксида углерода в Хандыге значительно превышает норму. Поселок окутал густой дым. Александр Тиянич с подробностями. В Хандыге специалисты Роспотребнадзора ежедневно утром и вечером проводят лабораторный мониторинг атмосферного воздуха. Наиболее сильное задымление отмечено 27 июля, когда показания оксида углерода доходили до 7,6 мг на кубический метр при предельно допустимой концентрации 5 мг. На 9 часов 4 августа в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 5,87 мг на кубический метр при предельно допустимой концентрации 5 мг на кубический метр. Концентрация диоксида азота 0,1 мг на кубический метр при предельно допустимой концентрации 0,2 мг на кубический метр. Роспотребнадзор рекомендует жителям минимизировать пребывание на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых спортивных площадках, в период выраженной задымленности использовать средства защиты дыхания, маски, респираторы. Тем не менее, в районную больницу увеличилось количество обращений пациентов пожилого возраста с гипертонической болезнью, бронхиальной астмой. Это же невозможно так жить. Задыхаешься. У меня никогда не было отдышки, сейчас отдышка у меня. Кашель начинается, глаза болят. Это от всего-то от дыма. Окна открыть невозможно. Дым. Вчера даже у нас в спальне прямо такие лепешки с сажей прилетели. Это где-то близко, значит, горит у нас же, наверное. Круговую горит везде. Почему никакого внимания-то нет? Я не понимаю вот этого. На сегодняшний день на территории Тампонского района прирост 25 термоточек в зоне контроля в труднодоступной местности. Самый близкий лесной пожар в 3 километрах от села Сайды локализован. Местными добровольцами ведется окарауливание. Также локализован пожар в 6 километрах от села Крисхальджай, где проводится окарауливание силами авиалесохраны в количестве 59 человек. Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Далее к ситуации с коронавирусом. 53 новых случая выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Исен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации сегодня, 4 августа. Так, 39 новых случаев выявили в столице региона, а также зафиксированы заражения в Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах. Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. Состояние 26 человек в Якутии сейчас оценивают как тяжелое. Также на этой неделе будут определены механизмы начала учебного года в Якутске. Подобная работа проводится по всей территории республики.
Сегодня на заседании оперативного штаба мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой к новому учебному году. И до конца недели будет проведено совещание здесь, в городе Якутске, в администрации города Якутска с участием руководства Роспотребнадзора для того, чтобы определить уже механизмы к нормальному запуску начала учебного года здесь, в городе Якутске. В целом по республике эта работа тоже идет под контролем правительства республики, муниципальных районов. Считаю, что, конечно же, учебный процесс обязательно 1 сентября должен начаться. В поликлиниках Якутска начали проводить онлайн-консультации для больных COVID-19. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Облачная поликлиника». Так, в Республиканской клинической больнице номер 3 пациенты ежедневно получают консультацию врача-психолога. Здесь психолог с помощью компьютера и современных технологий ведет прием. Это не только телефонные разговоры, но и видеоконференц-связь, а также онлайн-тренинги. Для того, чтобы получить такую услугу, жители столицы должны быть закреплены в медучреждении и скачать приложение «Облачная поликлиника». С помощью этого мобильного сервиса можно выйти на связь с психологом. Также данное приложение открывает и другие возможности медицинских услуг, такие как прием к врачу, консультации узких специалистов. Оказывается, те, которые заболели ковидом, и не только ковидом заболели, да, очень нуждаются именно в психологической помощи. Да. Здесь они рассказывают, как у них в начале, какое состояние у них было. Есть люди, которые вот до сих пор именно переживают вот это эмоциональное потрясение, которое они получили, когда услышали, что у них, оказывается, заболевание ковид. Вот это очень страшно. Как законодательно урегулировать дистанционную и удаленную работу? Этот вопрос обсудили в режиме видеоконференц-связи с участием депутата Госдумы Галины Данчиковой. Представляя коллегам рассмотренный в первом чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Галина Данчикова отметила, что принятый проект закона направлен на защиту прав работников. Например, норму, по которой работодатель может уволить своих дистанционных сотрудников не по общим основаниям, а по каким-то иным, оговоренным лишь в трудовом договоре, предложено исключить. При выполнении работникам всех трудовых обязанностей закреплено сохранение его зарплаты в полном объеме. Галина Данчикова отметила, что законопроект будет принят в осеннюю сессию и начнет работать с начала следующего года. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко сегодня совершил рабочий визит в Намский улус. В начале поездки он посетил Музей истории и государственности республики в селе Хатырык. Гости возложили цветы к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля Максима Амосова. Также Андрей Тарасенко побывал на площадке строительства нового культурно-спортивного комплекса в селе Маймага и оценил темп работы. По плану комплекс откроет свои двери в конце текущего года. В селе Битюн, исполняющий обязанности премьера, посетил летнюю ферму крестьянско-фермерского хозяйства «Даина». Далее Тарасенко ознакомился с ходом строительства нового здания Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы. Работы находятся на начальном этапе. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году к 125-летнему юбилею Максима Амосова. Тем временем информация о массовой гибели рыбы в Среднеколымском районе не подтвердилась. Напомню, в соцсетях распространились фото о якобы массовом заморье рыбы в озере Улах на территории села Сватай. Минэкология республики проверила достоверность этой информации. Как пояснили в ведомстве, это естественное природное явление. Генеральному директору компании «Монолит-Строй» в ближайшие годы руководить строительством не придется. Прокуратура Якутска поддержала гособвинение по уголовному делу. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия». Подсудимый приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установил, что подсудимый с 2014 по 2018 годы использовал денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства, не на строительство объекта, а на другие цели, в том числе на оплату обязательств подконтрольных ему организаций, погашение кредитов и займов. Сумма нецелевого расходования составила около 100 миллионов рублей. В результате данных действий строительство объекта многоквартирного жилого дома не завершено.
что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба 117 потерпевшим. Нарушение их права на жилище привело к банкротству застройщика. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Также вынесен приговор и директору образовательного учреждения в Алекминском районе. Используя служебное положение, руководитель учебного заведения назначила себя истопником и кладовщиком. Фактически эти обязанности она не выполняла, но зарплату и премиальные получала исправно. Общий ущерб от этих действий составил более 1,5 миллиона рублей. Подсудимая вину признала полностью, раскаялась, возместила в полном объеме и причиненный ущерб. В результате суд приговорил ее к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Далее, подготовки молодых профессионалов в Южно-Якутском технологическом колледже стартовал отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции электромонтаж. За работой участника из Нерюнгри в новом дистанционно-очном формате наблюдала Екатерина Павлова. Мороз Василий – победитель регионального чемпионата 2019 года. Василий закончил обучение в Южно-Якутском технологическом колледже в этом году по программе наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и получил диплом с отличием. В настоящее время парень – работник угольной компании «Колмар». Электромонтаж – это не основная его специальность, но он показывает вот в этом направлении наилучшие результаты. В республике, по крайней мере, он лучший. Конечно, мы надеемся, что Василий проявит сейчас максимум всего, чего мы ему научили, и одержит победу, и мы войдем в финал национального чемпионата. 8 часов напряженной работы. Дистанционно-очный формат отборочного чемпионата. Как отмечают сами участники, минусы такого формата – отсутствие других конкурсантов, с которыми можешь себя сравнить, проанализировать качество выполнения конкурсных заданий другими. Ну а главный плюс – это сосредоточенность на себе, сконцентрированность на тех заданиях, которые нужно выполнить на высоком уровне. Задание у участника – собрать электроустановку. Электроустановка управляет электроприводом специфическим образом. Задействованы не только электромонтажные приемы, но также и программирование алгоритмов, по которым будет работать электроустановка. Южно-Якутский технологический колледж уже не первый год становится площадкой для профсоревнований. Модернизация материально-технической базы – одна из приоритетных задач развития колледжа. И сегодня ЮТК в очередной раз выиграл федеральный грант. 35 миллионов рублей для создания в будущем году 4 современных учебных лабораторий, соответствующих требованиям стандартов WorldSkills по наиболее востребованным компетенциям. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.